Сыром курицу не испортишь, знаешь такую татарскую пословицу? Есть у нас традиция, и в Татарстане, в том числе, и в нашей программе, когда готовишь, поешь. И я предлагаю под красивую песню твою отправить это в духовку. Какую что-то? Яшьлегеме кайтам әле, бір жырлап узам әле, йөрәгемнең әрнүләре, бәлки басылыр әле. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар! Здравствуйте! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня к нам в студию мы пригласили заслуженного артиста Республики Башкортостан, популярного татарского певца Анвара Нургалиева. Исәнмесез, Анвар! Исәнмесез, Руслан. Вау! Что же принес нам Анвар? Я вам привез, во-первых, вот эти вкусняшки. Откуда ты знаешь, что я люблю, кстати, сладкое, Бигзур Ахмед? Ну, татарлар любят же чай, Да, а чай кстати, нужен сладкий. Тут так и написано, от башкирских татар для Руслана Шарафудинова. Рахмет. Да. Рахмет. Ну, что во время чая вы могли послушать мои песни, ознакомиться с ними еще поближе. Здесь мой сборник из 30 песен моих, самых таких вкусных песен. Вкусное пирожное. Как раз под чаепитие подойдет. Бигзур Ахмед, большое спасибо. Анвар Нургалиев, певец, заслуженный артист Республики Башкортостан. Родился в Башкирии, в деревне Аврюстамак Альшеевского района. Окончил Уфимское училище искусств. Затем продолжил учебу в Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исламова на кафедре сольного пения. В 1995 году Анвар стал лауреатом республиканского конкурса «Тугантель». С 1998 года занимается концертной деятельностью. Выпустил 10 аудио и 9 видеоальбомов. В 2017 году Анвар стал обладателем премии татарского музыкального телеканала ТМТВ. И это еще не все. Это еще не все. Визитная карточка Башкортостана. Это Анвар Нургалиев и... башкирский мед. Башкирский мед. Вот так правильно говорить. Липовый. Липовый. Значит, на татарский темне. Большое спасибо за подарки. Ну а сейчас мы начнем готовить. Анвар, расскажи, пожалуйста, с каким блюдом ты сегодня к нам приехал? Я приехал с блюдом, по-татарски это звучит это примерно пиштек ыздырылган таук. То есть курица, Тиген приготовленная в духовке. Да. По старинному татарскому рецепту или современному? Микс. Микс. И современный татарский, и традиционный татарский рецепт. Да, да, да. Готовить мы будем куриную грудку. Да. Так, я так понимаю, одну мне, Да. одну тебе. Да. Сразу приступаем к работе. Анвар, многие тебя знают как известного певца, но не знают, умеет ли этот певец готовить. Раскрой секрет нашим зрителям. Честно только скажи. Ну, честно, я когда был студентом, когда еще был холостым, я, конечно же, любил готовить. Вот я горшочки любил готовить, там с мясом всякие. Но самое любимое и быстрое блюдо – это жареная картошка. Это и мы в армии любили жареная. Жареная картошка в армии – это вообще деликатес, считаю. Причем там... деликатес даже? Ну, конечно, его потому что в рационе нету солдат, жареной картошки. Если честно, вот я женился в 99-м году, у меня супруга очень хорошо готовит, и я решил этим делом больше не заниматься. То есть сразу же просто выбрал девушку, которая вкусно готовит. Да, ну потому что путь к сердцу мужчины лежит через желудок еще. Кстати, ну ты еще стройный, вот если смотреть на мне, у меня и теща вкусно готовит, и мама вкусно готовит, понимаешь? И еще и знакомые друзья вкусно готовят. Ну, стройный я просто приходится себя держать немного в форме. Ага. Я люблю очень вкусно поесть. Ну, любимое блюдо Анвара Нургалиева? Любимое блюдо, я, конечно же, люблю, это бялеш. Это наш традиционный. Ну, вообще я ем все, что мне жена приготовит. Как мы режем нашу курицу? Сейчас курицу мы режем. Так, жир вот этот убираем, Да, мне нужно. жир убираем. У меня здесь... Дольками мы его кусочками красивыми разрежем. Ага. Ну, примерно вот так. Такие вот кусочки, да? Да. Анвар, ну понятно с тобой, значит, готовит у тебя любимая супруга. Да. Вот, как ее зовут? Ее зовут Ирина. Ирина, вам большой-большой привет. Да. Спасибо за такого стройного и веселого Анвара. Анвар, ну мы сейчас перемещаемся в детство, далеко-далеко, в Башкирию. Альшевский район. Вот, расскажи, пожалуйста, о своем районе, где ты родился, там и пригодился, говорит. Да. Ну, я родился, на самом деле, в Республике Башкортостан. Альшевский район. Очень красивый район в Башкирии, потому что рядом протекает река Дема, подножие Уральских гор. Ну, деревня у меня очень небольшая, там, наверное, дворов 20 осталось. Ну, это сейчас, да? Сейчас, да. Но раньше она, на самом деле, была очень большая. И вырос я, скажем, в многодетной семье. Я пятый. У меня 2 брата, 2 сестер.
Я последний. То есть вот такая большая семья, а кто-то еще вот пошел на сцену? Артистом, актером стал? Из моих нет. Ну, дома они все артисты, конечно. Но когда я решил поступить в училище искусств уфимское, мама меня не хотела А, то есть мама была против? Да, она говорит, Балакаем, дәртлі кіші бақытсыз была. Вот. Ну, я считаю, что я пока счастлив. Но вот в детстве, когда ты еще в деревню, в школу ходил, ты уже выступал? Какие-то были у тебя вот какие-то выступления, песни? Первое мое выступление было, по-моему, это 1 класс. У меня была маленькая гармошка, она нотка называлась. Я спел песню, если помнишь, раньше была песня такая «Спасите, спасите разбитое сердце мое». Помнишь? Помню, помню. Вот, я вышел с этой песней. А ты можешь сейчас вот воспроизвести все это? Либо эту песню, либо другую из детства? Ну, допустим, это. Все это было у чистых с лебедем прудов. Она взглянула и убила, и не оставила следов. Она взглянула и убила, и не оставила следов, и не оставила следов. Ну, примерно вот так. И там дальше «Спасите, спасите». Да, спасите. И 3 буквы МЧС и номер. Мы работаем для Служба вас. спасения. Ну, а нам сегодня, слава богу, Аллах, конечно, спасать никого не надо. И если вот я смотрю вот на эту кастрюлю, что там? Сейчас нужно ее включить. Так, ну включить я включу. Да, кинуть туда нужно картошки. Ты знаешь, как у нас в Татарстане все очень просто. Ты сказал кинуть картошку, открывай крышку, Она уже там. А там картошка, чищенная картошка, которую мы сейчас поставим. Как у вас отвариться. хорошо оказывается. Ну, поэтому все с Башкирии к нам едут в Татарстан. Потому что у нас действительно хорошо. Вот где. Хотя в Башкирии тоже очень красиво. Я там был Очень. много раз. Да. Мы, я так понимаю, будем из этой картошки делать пюре. Да, пюре. Отлично. Ну, это гарнирчик будет. Гарнирчик. Так, сейчас я дорежу. Что мы делаем дальше? Вот сейчас Так, сейчас мы ее заправим приправами. посолить, поперчить. Да, Так, посолить, здесь у меня вот поперчить. несколько Ну, вариантов это все по приправ. вкусу. Кстати, вот можно здесь это все сделать. Да. Так, сейчас мы ее сюда бросаем. Анвар, продолжай. Бисмилла найдем. Обязательно, Да. кстати. Анвар, собрался ты поступать в ВУЗ? Да. Расскажи, пожалуйста. Так, это был 91 год. Я поступил я на вокальное отделение. И по специальности сольное пение. Сложно было поступать? Или... Да, может быть, было сложно, потому что там были очень такие сильные голоса. А я вырос на песнях Шатунова. И у меня тембр чуть был так, чуть похож в то время. Я под гитару пел все его песни. А классику, там уже программа дается, там национальные вещи нужно было. Вот этого у меня не было. Но взяли, я не знаю, почему меня взяли, но Ну, они потому взяли. что в то время все любили Шатунова. Кстати, можно это перемешать. Да. Доверяю тебе. Да. Что Вот так интересного было во время учебы в училище? Училище, ну, вообще, когда, если честно, я поступал, я же вот говорю, вот Шатунов это был таким кумиром, я думал, я поступлю и стану звездой. Ага. Первый курс заканчивается, я уже начал понимать, что до звезды очень далеко. Второй курс, она еще дальше отдалилась. Обычно же наоборот, с каждым годом все выше и выше. Нет. А там уже, я же думал, поешь просто сразу, а там же вот эти распевки, там программа оперная же, там да, классику, арии, там ариетты всякие. Я думаю, вроде я попал не туда. Ага. Но я закончил. Кстати, можно добавить немножко еще. Со второго курса меня вообще в армию забрали еще. Вот так ты проскользнул-то про армию. Да. Если честно, особо не хотелось в то время, потому что молодость самая такая. Но то, что меня забрали, я, конечно, как сказать, очень рад. Ну, кстати, быстренько об армии. Там были какие-то выступления? Ведь талантливые люди, когда приходят в армию, обычно даже не служат. У них то спектакли, то вокальные выступления. Ну, я бы не сказал, что я таким талантливым был. Но- Ну и пришел я генералом. Нет, За 2 года. у нас был нештатный оркестр. Я там играл на большом барабане. И на разводе я стоял с тарелками. Кстати, сейчас мы возвращаемся к нашему блюду. Да. Посолили, поперчили, добавили специи, куриные грудки. И Да. что дальше? Теперь нужен противень, нам нужен будет. Сейчас мы его выкладываем. Так. Вот такая посуда подойдет? О, это же... Это мой любимый противень. Да, это мой любимый противень. Так, фольгу используем, да? Да, вот так мы ее сейчас сюда будем выкладывать. Я предлагаю сначала буквально масло. капельку масла, да? Да. И выкладываем нашу курицу. Да. Кстати, продолжи разговор. Что, вот, кстати, после армии вернулся в училище. Да, я сразу на второй курс. В училище я закончил в 97 году и поступил сразу в Академию искусств. Тоже по классу вокала.
Я там проучился. Параллельно начал концертной деятельностью заниматься. У нас группа «Ихлас» была. Очень такая популярная в Башкирии группа была. Это ты ее создал или она уже была и тебя пригласили? Нет, мы создали ее вместе. Мой товарищ там Марат, Шайбов Гузеля и Айслу Заградинова была у нас нашим руководителем. Вот, там мы вместе поработали очень так хорошо, конечно. Но потом мы разбежались все, и каждый начал отдельно. То есть каждый потом продолжил сольную карьеру? Да, но институт закончил я и пошел на свободное плавание. Ну, перед тем, как перейдем к свободному плаванию, во-первых, скажем, что мы очень аккуратно, красиво выложили группу. Да, мне даже самому И остается ее заправить красивой, все-таки давай уже теперь татарской песней. Что можешь исполнить, Анвар? Үтсе дә еллар, тезелеп сафка, йөрәк һаман да сине ярата. Хатларда йөрмәй, хәбәрең килмәй, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаман да сине ярата. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаман да сине ярата. Бигзер Ахмед, Анвар. Бигзер Ахмед. Продолжаем. Ну, сейчас для вкуса надо чуть-чуть лучка. Сверху, да, посыпать? Да, сверху, да. И Так, чеснока давай для пока вкуса. накроем. Да, Я думаю, 2 головки чеснока держи. да, Хватит. хватит. И 1 луковицу. Да, а ты лук порежешь. Тоже мелко. Или как, полукольцами? Лучше, да, полукольцами. Анвар, как продвигался сольный карьер? Вот после того, как вы ушли все из группы, сложности были? Если честно, да, мы потому что привыкли работать вместе. И когда остаешься один, там немного, может быть, скажем, такая депрессия, что ли, такая. Но это дает силы, что кто-то это уходит, на самом деле, далеко в эту депрессию. Но мне пришлось карабкаться. Но вообще сцена мне давалась очень тяжело, конечно, очень долго. Очень много было перепето песен всяких. Иногда хотелось уходить. Вот. Ну, там суть какая? Важно понять, зачем ты вышел, о чем ты поешь, для чего ты вышел. Пока сердцем вот это не прочувствуешь, там смысла нету. И вот это ко мне начало приходить, может быть, лет 7, может быть, 6 назад. У тебя есть какой-то вот определенный репертуар, то есть народные песни или наоборот, как сейчас модно говорить, попса какая-то? Ну, у меня, наверное, в основном попса, но народные я тоже люблю. Я люблю, например... У тебя народная попса, я понял. Да. Правильно. То, что любит народ, молодец. Да. Открываем. Да. Да, я первый сейчас переложу наш лучок. Или как мы его... Ну, мы ее красиво так Так, разложим. давай я подержу. Так мы ее... В твоем интервью я прочитал, что ты уже выпустил 8 аудиоальбомов и 9 видео. Слушай, это же очень много. Да, ну, если честно, после этого я еще, по-моему, у меня снятых есть 3 альбома, но я их не выпустил, новые они. И аудио тоже 2 есть. Вот несколько слов скажи нам о своих авторах. И сам пишешь ли ты музыку или стихи? Ну, сам я раньше, вот, допустим, если стильное, придет какое-то впечатление, что ли, там можно записать. У меня есть 2 песни. Ильхам, свои. да, как Вот, говорят? Ильхам, да, Ильхам. Ага. Ну, потом я понял, что это танцор должен танцевать, композитор должен писать, а певец должен петь. Повар должен готовиться. Да. Но у меня самый любимый композитор — это Зифа Нагаева. Практически все песни, которые я спел, ее где-то 20 песен, они все выстрелили. То есть всех их полюбил народ. Да, всех. Ну, я также полюбил. Кстати, проверим нашу картошечку. Мы ее, кстати, еще и не солили. Ага. Я думаю, вот так вот достаточно. Все, Да. уже закипает. Что делаем с курицей, Анвар? Так, курицу мы сейчас закрываем, отправляем ее в духовку. Уже? Да. Или это только начало процесса? Нет, это первая То есть ступень. первая ступень. Так, Да. аккуратненько все. Да. Но есть у нас традиция, и в Татарстане, в том числе, и в нашей программе, когда готовишь, поешь. И я предлагаю под красивую песню твою отправить это в духовку. Какую сказал? Яшьлегеме кайтам әле, бер җырлап узам әле, йөрәгемнең әрнүләре, бәлки басылыр әле. Бисмилла. Бисмилля рахман рахим. Дорогие друзья, все самое интересное в нашей программе смотрите после небольшой рекламной паузы. Дорогие телезрители, мы вновь в эфире. Это программа «Секреты татарской кухни». Для вас сегодня готовит Руслан Шарафудинов и замечательный певец Анвар Нургалиев. Вместе с Анваром мы уже отправили в духовку, но только на первом этапе первое блюдо, которое называется... Пиштә кыздырылган тауык. Но это еще не все. У нас есть секретный салат. Да. Секретный, потому что я не знаю его названия. А потом весеннее настроение.
Язга хислер будет тогда. Йозгахистер, да-да-да. Ну, и так хорошо. Да-да-да. Главный ингредиент этого салата – кабесте. Кабисте. И все, да? И все. Ну, потом еще помидор, И лук. лук, да, конечно, для запаха и для вкуса. Ага. Ну, перчика можно добавить. Ну, приступаем. Пожалуйста. Угу. Бисмилля рахман рахим. Так. Монобулябис. Делим пополам, да? Да. На две половинки. Мелко мы ее Ага. раскрошим. Угу. Так, сейчас я тебе половиночку, пожалуйста. Да. И этого, думаю, достаточно будет для меня тоже. Анвар, продолжаем наш разговор. Скажи, пожалуйста, как сейчас проходит твоя творческая карьера? Ну, я, конечно, очень доволен. Первый раз я проехался по районам Татарстана. Хотя в Челнах... То есть сольными концертами? Сольными, да, в этом году. В Челнах я дал 2 концерта. Сначала пробный дал 1, а они попросили еще один дополнительный. Ну, очень, ну, народ мне такой очень понравился, прием. И даже в районах, скажем, Актаныш, там, Арча, ну, все вот эти районы, Саба, для меня это новый зритель. В Башкирии там они, каждый меня знает, как я пою, что я одеваю, как я хожу по сцене. А здесь для ваших, для татарстанцев я новый. И они для меня новые, и мне очень интересно, просто вот, и залы были практически с первого раза полные, что было очень удивительно для нас. Какие-то песни определенно просят исполнить народ? Да, вот они просят вот эту мою песню «Сонгы Сёнгмике». Это концерт у меня идет 3 часа с перерывом, может 3:15. И они в конце взрываются под эту песню. И получается, они ждут только эту песню. Ну, остальные песни тоже нравятся, потому что многие не знакомы с моим творчеством в Татарстане пока. То есть ты уже познакомился с жителями Республики Татарстан? Да. Практически со всеми районами? Нет, 10 районов у меня было пока пробных таких. Ну, они уже на следующий год ждут меня опять. Они просят еще дополнительные, конечно, но это, я считаю, пока рано. Как происходит знакомство с Казанью? Выступал уже здесь вот на больших мероприятиях? Я на Солянках, конечно, раньше выступал, но такой реакции зрителей не было. Ну вот, первый раз я был в «Пирамиде», вот, премию MTV вручали. Мне, конечно, удивила реакция зрителей, приятно удивила. Это все-таки Татарстан, у вас столько артистов, там как раз меня только не хватало. Вот. Ну, принято же называть, что у вас зритель более такой... Благодарный? Нет, наоборот. Или наоборот? Наоборот, они очень... Избалованные там? Да, избалованные, выборочно смотрят. Тут, Анвар, у нас миска, кстати, маленькая. Давай побольше возьмем. Да, давай. Пусть у нас будет много салата. Да, у нас... Капуста готова? Да. Ну, мы сейчас ее помнем его немного. Немножечко, да? Да. Так, давай чуть-чуть. Да, чуть-чуть соли. Так, еще немножечко. Да, чуть-чуть надо. Давай. Я пока порежу лук. Да. Анвар, какие планы на 2017 год? Творческие планы? Творческие планы Лаверса. Я хочу осенью дать концерт в Униксе. Очень много мне пишут и То звонят. есть первый сольный концерт в Казани? Казань, да. Лаверса. Лаверса, да. Это для меня самый... Хотя я в Москве уже сольник дал, но Казань для меня он все равно более так очень значимый, скажем, концерт, потому что это Татарстан. Ну, это родина всех татар. Да. Какие-то уже сейчас сюрпризы готовятся? Что-то можешь сказать? Какая-то афиша? Кто будет? Какие? Там же обычно присутствуют и другие исполнители. Ну, я не могу сказать пока, как это произойдет, но обязательно какие-то башкирские элементы какие-то будут. Потому что я патриот своей республики. Там какие-то моменты должны быть, присутствовать. Вот. В основном только хорошие душевные песни. То есть не только новые песни, но и все песни вот за многие годы, Да, которые но здесь были тобой исполнены. многие же у вас не знают мой репертуар, поэтому я хочу, чтобы показать им все. Все, на что способен Анвар Нургалиев. Анвар, давай поговорим немного о твоей любимой семье. Я знаю, что у тебя 2 прекрасных ребенка. Да. Как их зовут? И, конечно же, вопрос, они тоже артисты? Или, может, мечтают стать? Да, ну ты правильно сказал, у меня любимая семья, потому что семья – это тыл, это основа, ну, любого нормального человека. Гражданина. Гражданина, да. Сыну у меня 17 лет уже, Рафаэлька, он вообще от музыки очень далек. И слава богу. Нет, или все-таки... Да. Ну, я не хочу, чтобы они ушли в музыку, конечно. Он занимается смешанными единоборствами.
Спортсмен. Спортсмен, да. А дочка у меня занимается, ей 12 лет, бальными танцами профессиональными. И у нее это очень хорошо получается. Она выступает на моих концертах в Уфе или близлежащих там, городах, допустим. Слушай, сейчас только понял. Анвар, у тебя же прекрасно. Сын на концертах охраняет, секьюрити, каратист. Да. Дочка танцует. Жена в это время кушать варит. Считай денежки. А еще ты за деньги еще выступаешь? Ну, в общем, действительно, семья талантливая. Добавляем перчик в наш салат. Да. Значит, лук, капуста, перец, помидор и салат готов. Так, Нет. перемешай. Да, посолить надо будет Давай еще. немножко. Да. И заправлять будем чем? Маслом подсолнечным. Так. Кстати, мы уже из отваренного картофеля сделали пюре, которое нам понадобится для того, чтобы завершить первое блюдо. Салат у нас практически готов. Салат «Весеннее настроение». Порубили капусту, помидоры и сладкий перец нарезали кубиками. Поместили все овощи в миску, посолили, поперчили и приправили растительным маслом. Очень Кстати, вот такой кусочек аппетитный. сыра у нас для чего? Так, это мы сейчас накрошим ее через терку. А, терочка нужна? Да, и сверху, короче, посыпем ее. Это для первого блюда? Да. А я думал, вдруг для салата. Нет, это для нашей курочки. Так, ну ты можешь проверить, кстати, вот те прихваточки, как там у нас обстоят дела. Вот, пожалуйста, доска. Да. Так, закрываем пока. Открываем. Открываем. Аккуратненько. Открываем. А там О, видишь, какой она ароматно запеченная курица. Да. Какие действия дальше у нас? Так, ну... Верхняя часть фольги, давай я Да, уберу. мы ее убираем, Она да. уже больше не нужна. Да, она больше не нужна. Сейчас мы посыпем Так, держи, вот уже сырчиком. сыр. Да, То есть сыпем сыр сыпем. и опять отправляем в духовку. Да. Сейчас Давай мы я прям вот так вот сверху. Сыром курицу не испортишь, знаешь такую татарскую пословицу? И вновь отправляем в духовку. Да, минут на 10. Так, давай открывай. Вот такое интересное блюдо сегодня мы готовим. Опа. Ну а сейчас мы подождем буквально 5 минут и попробуем оба наших блюда. Курица, запеченная в духовке. Пищта кыздырган таук. Куриное филе нарезали на небольшие порционные кусочки, посолили, поперчили. Противень застелили фольгой и смазали растительным маслом. Выложили кусочки курицы, сверху распределили репчатый лук, нарезанный полукольцами. Закрыли противень фольгой и отправили запекаться в духовку. За 10 минут до готовности верхний слой фольги убрали, посыпали мясо тертым сыром и запекали до румяной корочки. На гарнир сделали картофельное пюре. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте, готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Также не забываем подписываться на наш канал на Ютубе. Анвар Нургалиев тоже подписался на наш канал на Ютубе и сделал это только что. Да. Только что. Ну а прямо сейчас мы попробуем салат или таук. Давай сначала салат. Давай сначала салат. Тем более он так Хотя красиво. хочется, конечно, Мясо? мяса. Но ты гость, я слушаю тебя, бисмилляхи-рахмани. К удивлению, все очень вкусно. И от вкусного салата переходим, я уверен, к вкусной курице. На гарнир у нас пюре. Кстати, вот так можно сделать, смотри, и пюре. Серьезно? Да, вот Давай-ка так. я тоже так. Я первый раз так. Очень нежно и сочно. Очень даже. А еще вот эта корочка из сыра. Анвар, на этом наше кулинарное шоу подходит к концу. Шоу получилось и музыкальным, и самое главное вкусным. Бигзир Ахмед. Синьор Ахмед, спасибо. Ну, я тоже, в свою очередь, хочу сказать спасибо вам. На самом деле было очень вкусно и интересно. И хочу поздравить телезрителей с наступающими праздниками, пожелать им здоровья, чтоб томаклары тук болсын, ризыктан, көңілләре мұңнан, жырда. Браво! Браво, маэстро! С наступающим майским праздником вас, дорогие телезрители! И, конечно же, красивые песни от Анвара Нургалиева. Bir kolыңна миндә сузам, икәүләп барыйк әле. Җитәкләшеп бу тормышта юлларны ярыйк әле. Син бит минем шатлыгым, бәхетемнең нурлары. Безнең бергә үткән юллар, алларың матурлары. Браво! Смотрите нас каждую неделю на канале ТНВ. Пока-пока!
לכם פויל